Накануне глава Коми выступил с ежегодным отчетом перед Государственным советом республики. Прозвучавшие посылы нашли отклик у парламентариев, общественников и экспертов. Из доклада главы следует, отметили парламентарии, что удалось удержать ситуацию в руках как в области экономики, так и социальной сферы в 2020 году, несмотря на трудности. Пандемию, ограничения и падение спроса на углеводороды, которые формируют большую часть нашего бюджета. Мы понимаем, что правительство держит ситуацию на контроле, понимает, куда она должна развиваться в социально-экономическом плане. И мы понимаем, что очень важно, чтобы органы власти в настоящем этапе представляли собой одну единую команду. И Государственный совет Республики Коми готов поддержать главу республики и правительство в совершенствовании экономики нашей, в создании новых инвестиционных проектов, естественно, преобразование в социальной сфере. В 3,6 раз увеличено привлечение федеральных средств. Это действительно знаково. Очень хорошо развивается деревянное домостроение. Тоже для нашей республики, я считаю, направление весьма интересное, и план тоже был перевыполнен. Вот. В сфере своей профессиональной деятельности, конечно, для меня важно народный контроль, формирование комфортной городской среды, благоустройство наших городов. И тут тоже все было очень хорошо, то есть 113 общественных территорий в прошлом году сделано, огромное количество проектов в народном бюджете тоже. Вот. При этом в дорожной отрасли были большие объемы за прошлый год сделаны. Нам хотелось бы, чтобы вот те проекты и те наработки, о которых сегодня сказал Владимир Викторович, чтобы они осуществились, и у нас действительно изменилось качество нашей жизни, и тогда мы действительно сказали главе спасибо, мы видим, что правительство работает, мы это почувствовали на себе. Эксперты отметили масштабную работу, проделанную для модернизации системы здравоохранения, беспрецедентное финансирование отрасли – это и ремонт медучреждений, новый транспорт для скорой помощи, мобильные медицинские комплексы. Глобальное переоснащение оборудованием, правильно выстроенная работа и дополнительные вливания помогли преодолеть пандемию. Все вливания были связаны с борьбой с новой коронавирусной инфекцией. Это развертывание большого количества коек, это приобретение оборудования. Только в республиканской больнице, например, кислородопровода было проведено около 6 километров, это только у одной больницы. То есть достаточно большие вливания, конечно же, были связаны именно с этим. Ну и плюс с доплатами за ковид-работу медицинским работникам. На мобилизацию системы здравоохранения к пандемии было потрачено 6 миллиардов рублей. Работа правительства по здравоохранению была у всех на виду, велась практически в ручном режиме, отметил депутат.